Академии искусств имени Жургенова, обладательница второго места международного конкурса «На крыльях таланта». Приняла участие в международном фестивале ABU TV Song Festival 2016. В свободное время занимается фитнесом и танцами. Доброе утро, Эри. Доброе утро. Совсем недавно вы вернулись с Бали, где вы, кстати, не просто отдыхали, вы участвовали в фестивале ABU TV Song Festival 2016. Да. Расскажите вообще о впечатлениях от этого фестиваля. Какие песни вы исполняли? Я вернулась с большими силами оттуда. Сколько дней вы там были? И пробыла там, ну, скажем, 6 дней. Почти Да, неделя. почти неделя. Да. Впечатление просто потрясающее, потому что я была на одной сцене с мировыми, скажем, артистами, которые там участвуют 12 стран. Это ежегодный, да, Это фестиваль? ежегодный фестиваль, да. Казахстан там участвует каждый год, да? Казахстан Или впервые он участвовал? Нет, в этом году он участвует второй раз. В прошлом году участвовал и Димаш Кудайбергенов. Он представлял нашу страну. В этом году мне посчастливилось там Он быть. проходит именно на Бали, да, проходит? Нет, каждый год меняется. В прошлом меняется? году было в Турции. В Турции было. Здорово. Понятно. Ну, скажите, вы сейчас сказали, что там были мировые звезды или люди с мировыми именами. А кто именно? Нам вот интересно. Артисты. С каждой страны отбирались самые лучшие артисты, которые представляли свою страну. Я скажу так, что, например, я знаю хорошо очень Южную Корею. Представляла прекрасная певица Эли. Кстати, мы очень долго смеялись с ней насчет того, что у нас очень схожие псевдонимы, имена. И вы еще и подружились. Мы подружились. Кстати, они очень простые, абсолютно приземленные люди, хотя очень талантливые, безумно талантливые люди. А как вас встретили организаторы мероприятия? Хочу сказать, что я была, если честно, в шоке от того, что люди очень доброжелательные, всегда улыбались. От и до встретили. Честно скажу, я была просто под невероятным впечатлением. А какие страны участвовали? Участвовали страны, 12 стран было. Это Азербайджан, Макао, Гонконг, Китай, что у нас, Туниса, Шри-Ланка, Индонезия была, вот страну представляли. Также Япония и Южная Корея. Скажите, пожалуйста, а как вы попали на этот фестиваль? Был ли какой-то предварительный конкурс, я не знаю, может быть, или вас уже пригласили заранее? Как так получилось, что вы участвовали на этом фестивале в этом году? Знаете, это получилось совсем неожиданно для меня. Нашей команде позвонили с Министерства культуры и предложили поучаствовать, представить свою страну. Министерство культуры Казахстана. Да. Вот, и для нас это было большим сюрпризом, неожиданным, скажем так. Мы были очень рады этому. Безусловно, за такой маленький срок мы проделали очень большую работу. Скажем, я думаю, что мы достойно представили свою страну. А кто вас поддержал еще, кроме министерства? Вот, это было Министерство культуры и спорта, и также при поддержке агентства Хабар. Агентство Хабар, да, которое, кстати, является членом Азиатско-Тихоокеанского союза. А вы были впервые на Бали? Да. Ну и как вам этот остров? Я знаю, что сейчас многие казахстанцы ездят на Бали, сейчас же многие ездят в Юго-Восточную Азию, еще на Бали, да? Что там вам больше всего понравилось? Может быть, вы успели посмотреть какие-то достопримечательности, да? Если честно, до фестиваля у меня было время, конечно, пройтись и посмотреть, но я репетировала, так как я чувствовала ответственность. Да. То есть вы больше работали, Больше работала. У нас был саундчек, репетиции, интервью постоянно. И после фестиваля мне посчастливилось. У меня был один день, и я успела посетить Пантау-Бич, то есть это их такой, скажем, небольшой остров, пляж. И также я была в Джимбаран. Это, скажем так, там сеть таких небольших ресторанов. Ари, мы знаем, что после Бали ты поехала, кажется, в Париж, да? Это было перед, да. Перед Бали был Париж. И расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Париже? То есть там тоже не просто отдыхала, получается, там отмечали тысячелетие Алматы. Тоже было очень ответственное мероприятие. А там где проходило мероприятие? Как там в Париже-то?
Получается, мы приехали во Францию, это было 2 концерта. Первый концерт прошел в Париже, второй концерт был в городе Рен. А кто из участников еще представлял Казахстан? Ну, скажем, это была целая делегация, большая очень команда. Это Акимат города Алматы. Вот, и артист, это был, у нас был народный оркестр, ансамбль «Сазген». И наши оперные. А какую песню вы представляли там? Я пела с ансамблем «Сазген». Это Асета Бесиева песня «Алматым жүрегімде». Как? Напомните, пожалуйста. Напойте. Шықшы алатаудың қар басына, көз ашар арман толы арнасына, өмірдің от жалына алау шашып, жанып тұр күн сәулелі Алматыда. Примерно. Замечательно, да. В таком хрупком теле такой прям полный. Да, я хочу сказать, что такая молодая девушка, но вы еще успели побывать в Китае, мы знаем. Да. Вообще, когда-то вы еще успели. Причем вы там тоже не отдыхали и тоже работали, выступали. Расскажите об этом мероприятии. Вопрос, как вы все успеваете? И Китай, и Бали, и Париж. Ну, это, знаете, это очень интересно для меня лично, для моей профессии. Это, скажем, большой опыт. Вот, поэтому я была очень рада посетить за этот месяц 3 страны. За месяц. Хорошо. Мы узнали про Париж, про Бали. А в Китае что вы делали? Да. В Китае у меня есть прекрасный дуэт. Я исполняю его с китайской звездой. Арая Айдархан его зовут. Вот. Его личный концерт проходил в городе Урумчи, на который он меня пригласил исполнить именно в качестве гостя, скажем, да. Там были многие китайские звезды, там, скажем, которые участвовали в проектах. Я очень со всеми подружилась, познакомилась. Там я исполнила также свои песни. В общем, скажу, там я была намного меньше, 3 дня, скажем. Да. Ну и 3 дня были концерты, да? Да. Или Нет, 1 день был концерт, 1 день саундчек. Ну и собираетесь ли вы выпустить музыкальный альбом? Конечно. Клип какой-нибудь? У меня есть 2 клипа. Вот недавно вышел 2-й клип. Так, подробнее, пожалуйста. Сейчас он уже ретируется. Скажем так, я дебютировала только в прошлом году, в конце. А вы закончили что-то, Тайри? Я, После да, образования кстати, специально? я студентка сейчас, являюсь студенткой и заканчиваю Академию искусств имени Темирбека Жургенева. Эстрада-вокал. По своей специальности. Эстрада-вокал. То есть Человек на месте. А потом планируете куда вы, Тайри? Вот я не знаю, ну многие певицы, многие артисты, они находятся, например, при филармонии, при там казак-концерте, а вы будете как вот вольная птица сама или все-таки... Скорее всего, я буду двигаться сама сольно, так как у меня есть продюсер. А вот у вас продюсер тоже есть, да? Да, у меня есть и музыкальный продюсер, и мой продюсер, получается. Моего продюсера это Руслан Абдикалиев, музыкального продюсера Ахлас Мухметов. У нас целая команда. Ну и какие у вас планы на будущее, Ари? Что вы собираетесь делать? Сейчас, если честно, я все это переосмысливаю, и после всего вот этого, скажем, этих гастролей, я по-другому начала относиться к своей профессии, вообще к сцене. Поэтому, конечно же, хотелось бы выпустить альбом, еще клипы, возможно, давать какие-то концерты, выйти на гастроли. Но я понимаю, что для этого нужно, конечно, созреть. И поэтому сейчас только работа над собой. А какое у вас есть хобби? Хобби. Пение, Чтение. путешествие. Скажем, моя голова полностью, я забита только музыкой. Только музыкой. Только музыкой. Ребенок учится Да, еще. это замечательное хобби, это профессия и хобби, да. Да. Ну что ж, Ари, ну, по традиции, нам бы хотелось, чтобы ты сказала несколько слов, пожелания нашим телезрителям. Вот, Конечно. пожалуйста, туда. Дорогие телезрители, желаю вам счастья, любви и процветания. Пусть ваше утро будет всегда добрым. Спасибо. Ну что ж, Ари, а мы со своей стороны, с Айнур, желаем тебе всего самого наилучшего. Успехов. Успехов творческих, да, и чтобы ты посетила очень-очень много стран. Не только отдыхая, но и работая. Спасибо, Спасибо что вам пришли. большое. Спасибо. Спасибо. Ждем вас еще раз.